Приветствую вас, друзья! В эфире передача «Овертайм». И сегодня наша программа выходит в несколько ином формате, потому что вчера наша команда выиграла у сильного соперника, команды «Алания». Мы пригласили в нашу студию заместителя генерального директора футбольного клуба «Ангушт» Дауда Мальсагова, ветерана спорта, одного из основателей ингушского футбола Алихана Ахильгова. Добрый день. Ветерана спорта, активного ярого болельщика и преданного футбольного болельщика Ангушта Башира Гудантова. И блогера, также человека, который очень тесно связан со спортом, Тимура Гасаева. Я вас всех приветствую. И первый вопрос, Дауд. Как восприняли футбольные болельщики, фанаты нашего клуба победу над таким серьезным соперником? Конечно, у нас на сегодняшнюю минуту еще эмоции перехлестывают от вчерашней победы футбольного клуба «Ангушт». И с этим событием я бы хотел поздравить всех любителей футбола в нашей республике, поскольку все-таки футбольный клуб «Алания» – это именитый клуб, имеющий в своей истории такие выдающиеся победы, как чемпионат Российской Федерации. Вот. И победа над этим клубом, она значима и весома. Мы до этого играли с нашими соседями, то есть первая команда из соседней республики, это был ранее, это был футбольный клуб «Ангжи», город Махачкала, а до этого «Динамо» Махачкала. Потом был Грозинский Терек, вновь восстановленный. И недавно, в прошлом, мы сыграли с главной командой Кабардино-Балкарии «Спартак» мальчики. И вот, наконец, футбольный клуб «Алания», где вы стали свидетелями феерической победы нашей команды. С чем я всех вас и поздравляю. Для нас это, конечно, очень большой скачок вперед для футболистов. Думаю, это может стать какой-то дополнительной точкой, отправной точкой в дальнейшем выступлении футбольного клуба «Ангушт» в ходе нынешнего первенства. Алихан, к вам вопрос. Наша команда выступает в футбольной национальной лиге уже второй раз и впервые за всю историю выиграла у соперника, который имеется с плечами титул чемпиона России 1995 года. И вот что для нашей команды, как наша команда в дальнейшем будет себя проявлять так же активно, как и вчера на матче? Конечно, вчерашняя победа должна воодушевить всех игроков команды, потому что футбол – это коллективная игра. И выделить одного из игроков, которые там… Все игроки отдавали все силы свои, способности для того, чтобы они выиграли эту встречу. Конечно, для клуба «Ангушт» это победа, большая победа. Не просто большая победа, потому что действительно за всю историю я говорю о том, что я из истоков футбола в Ингушетии стоял. Вот. В 1959 году сам привлекался в Терек на сборы. Вчерашняя победа над «Спартаком», конечно, это для игроков и для тренерского состава это большая заслуга. Тимур, ты вчера вел трансляцию в Инстаграм, непосредственно находился на самом стадионе. Что случилось с нашей командой, что она вот так вот, как сказал Борис Тукалов, прорвалась и выступила так хорошо? В отличие от профессиональных коллег, уже скажем так, я как любитель буду высказываться. Во-первых, хотелось бы отметить вот этот ажиотаж, он действительно с хорошей точки зрения. Вот когда я подошел на стадион, я не видел вот таких очередей. Понравилось мне это, и атмосфера, болельщики очень сильно болели. Что касается непосредственно игры, то мне, как любителю, показалось, что именно настроем Ангушт прежде всего взял. Все 90 минут, что меня порадовало, не выключились ребята. Вот, обычно медленно иногда футбол играли. Здесь с первой до последней минуты мы сыграли как надо. И очень важно было, я вот переживал, когда гол забили, чтобы мы начнем удерживать. У нас не получается это обычно делать. Но мы не дали даже, в принципе, последний штурм, как говорится, сделать. И я доволен и игрой, и победой. В принципе, хотелось бы, чтобы Ангушт почаще вот именно вот такую игру показывал. Тимур, у нас есть возможность вывести на экран тот победный гол, который вчера забили. Здорово, как Кишев, одно касание, и Дауд Гаракоев, умница, открылся. Магомеду Гугуеву надо исполнять передачи. Есть, все верно. Кто на подборе? На подборе Дышеков Аслан подключает
Алима Каркаева. Алим Каркаев. Подача в штрафную. И тут надо бить. Гол! Магомед Гугуев на 76-й минуте. Гол! Есть! Это наши ребята забивают. Наши! И теперь мы повели 1-0. И вот теперь, уважаемые друзья, будет настоящая интрига. И вот теперь пойдет открытый футбол. Я знал, что наши ребята забьют. Радость наших болельщиков. Это я помню, взрыв эмоций. Я, по-моему, впервые до такой степени был забит наш стадион. Это на самом деле большое событие с точки зрения вообще футбольного мира Ингушетии, потому что для нас это... Ну, по большому счету, новинка. это, по-моему, и самый авторитетный соперник, с кем мы играли, да, вот, на Ну, домашней кстати, арене, так посмотреть. также хотелось бы напомнить и вам, и нашим зрителям, что 30 октября также у нас в Назране пройдет матч с таким же достаточно именитым соперником, футбольный клуб Ростов, в рамках 1/16 Кубка России. Да, вот расскажи и про это. Нужно немножко, значит, предысторию рассказать. Вот есть бытует такое мнение, что история имеет как бы свойство повторяться. Да? Если вы помните, болельщики со стажем, в 1995 году, будучи еще по статусу любительским клубом, футбольный клуб «Ангушт» выступает в 3-м дивизионе, тогда 3-я лига была. Вот, то же самое выходил в 1/16 финала Кубка России. И сыграл со «Спартаком» из Москвы. Обыграв до «Спартака» этот же Ростов, тогда он назывался Ростельмаш, здесь на Назране со счетом 1-0, и вышел уже тогда в 1/8 и вышел на московский «Спартак». А московский «Спартак» тогда относился уже как бы к категории тех футбольных клубов Европы, один из лучших. Там лиги, помните, да, «Фурор», Александр Смеш, когда они там наводили. Да. Вот. И сейчас то же самое. Опять же, тот же соперник, это же время года, и это же стадия Кубка. Думаю, может быть, история все-таки повторится именно в том хорошем смысле. Ну, мы желаем удачи нашей команде, я думаю, вы все присоединитесь. Да, И также такой же момент был игра Алания-Д и против Ангушта. В Назране проходил этот матч. Помню, как Гугуев также забил победный гол против второго состава Алании. Это было в апреле 2017 года, когда мы играли во 2-м дивизионе. Да, это уже после того, когда было принято решение, вы знаете, да, что команды Ингушетии и Северной Осетии Алания играли на нейтральных. До этого играли на нейтральных, а потом уже стали, после принятия решения Российским футбольным союзом, каждый у себя на своем поле. Вот. И в прошлом году, да, мы принимали футбольный клуб «Алания-Д», то есть «Алания-Дубль», это дублирующий состав, там были игроки вперемешку, и те, которые, допустим, сегодня выходили. Вот. Там мы тоже эту игру первую там сыграли, или наоборот, вторую здесь. Игра у нас была. Да, первая игра у нас была. Год, То же самое, мы обыграли, август. правильно вы сказали, Гугуев тогда забил. Ну, с 2011 года наши команды Осетии и Ингушетии играют уже на своих домашних полях. Конечно. Все проходило нормально, без каких-либо эксцессов. Матч вызвал такую целую волну негатива в интернете. Кто-то ее пустил, возможно, потому что мы можем вот сейчас вот увидеть то, что говорят, были беспорядки на стадионе. Это все-таки не беспорядки. Вот это видео, оно муссировалось в интернете, якобы там происходит драка. На гостевой причем. Это я вам скажу, это как раз тот момент, когда уже вывели, переместили болельщиков Алании с противоположной трибуны на другую, а это уже, это болельщики, те, которые стояли сзади ворот, которые только что вошли, и их, значит, наши сотрудники МВД просто отсекают, не дают им, значит... Видно даже, откуда они бегут, как раз Да, где видно, откуда бегут. Это со На стороны самом деле, центрального входа. Стадион рассчитан на 3000. Вот я попросил бы остановить это видео, потому что зрителей было в 2, а то и в 3 раза Гораздо больше, больше чем... было. Мы так примерно по И, нашим подсчетам... Тимур, ты вчера также снимал видео, это видео. Некоторые сайты умудрились это видео выставить в свете также беспорядков. Ты сам об этом писал в своем блоге. А я бы хотел, чтобы нам вывели на экран, как радовались наши болельщики. Вот, финальный свисток, и мы видим, как болельщики уже выбегают на само футбольное поле. Вот, Тимур, ты вчера выкладывал вот это здесь видео. Я просто заснял, когда люди, вот я здесь стоял, как раз они начали все сбегать, а вот тут видно в желтой футболке, вот наш Да, Хасбулат Хамхоев. Хамхоев вратарь, вот они его подкидывали, радость. Я заснял просто радость болельщиков, это как раз выбежал. Но на некоторых сайтах почему-то
под статьями о массовых беспорядках, там даже вообще побоища, вот такие терминологии шли, поставили скриншоты вот этого видео, потом само видео поставили, хотя вот тут не видно, на YouTube, если зайдете, увидите, там, когда я название ролику дал, я примерно предполагал, что могут быть какие-то эксцессы, я в скобках написал после матча. Но все равно кто-то умудрился это в своих Он, интересах. Хасбулат, пошел А на это свой всего жук, лишь да. радость после победы, Конечно, принципиальной правильно. победы. Да, правильно. Победные эмоции. Наши же уже болельщики, возмущенные, скандируя «Ангушт, Ангушт», стали приближаться к ихнему сектору. В этот момент, естественно, быстренько, значит, органы правопорядка создали кордон 1-2, быстренько отсекли от наших болельщиков ихних болельщиков. После некоторого совещания, поскольку там находился непосредственно, туда уже прибыл делегат этого матча, который за все отвечает, было короткое совещание, и было принято решение в целях безопасности самих же болельщиков футбольного клуба «Алания», и в том числе и наших, переместить эту группу болельщиков на противоположную трибуну, поскольку Что там, было и сделано. Да, что было и сделано, поскольку там было на противоположной трибуне было достаточно мест, осталось как бы Резерв. То есть резерв, для да. них было отдельно Именно туда, да, зарезервировано место. переместить. Мы через металл рамку прошли, нас еще и обыскивали. Лично Там невозможно было. А вокруг одна трава. Да. Камней там нет никаких. Я еще скажу о том, что мы провожали председателя правительства и его два заместителя, вот, и Газаев, мы все попрощались, все, никакие претензий, они ни один человек не... То есть на месте вот На никаких месте претензий не мы, было. пока они с нашим председателем правительства, их не сел на нашу машину, пока их автобус не уехал, мы сидели рядом в ложе, вот, никакого претензий не предъявлял, он абсолютно ни одно слово не сказал, наоборот сказал, мы, во-первых, я... Во всяком случае, как ветеран футбола России, присутствую последние 20 лет, живу в Москве в основном, вот, присутствую на всех и российских стадионах, и в чемпионате мира в Италии я в 90-е участвовал. Везде эти инциденты между болельщиками бывают, Да, выкрики, да. все это не нами придумано. Конечно, фанаты есть фанаты, поэтому Быть сдержанными, вот, по всей вероятности один из болельщиков, который ездит с командой, может подробно сказать. Башир, мы видим, как Хасбулат Хамхоев вчера вытащил такой очень сложный гол. Как вы считаете, наша команда, вот, кроме Хасбулата Хамхоева, имеет очень хороших футболистов? Это и Горокоев, и Бучнев, и Гусь. Можно их перечислять. Вот наша команда, она сформировалась. У нас есть, как ни у кого на Северном Кавказе, национальный костяк. Это я не зря говорю, пускай пройдут по всем республикам, Но если найдут они... Не такой- зря нашу команду называют Бильбао Да, это Атлетик. наши ребята, которые пришли с улицы, научились играть и играют достойно. В прошлом сезоне, выходя в первую зону, они доказали это. То есть костяк, есть ребята. Тот же Хамхоев, тот же Абдулхамид Ахильгов. У нас есть костяк, я думаю, этот костяк у нас будет. Почин у нас есть, хороший почин. Болельщики нашей команды, как они между собой соорганизуются, как это все происходит? Ну, у нас есть у болельщиков свое, наверное, взаимопонимание. Мы находим общий язык. Да, вот вчерашний матч еще раз показал, что работа с болельщиками у нас все-таки не на таком уровне, каким он должен быть, потому что столько болельщиков пришло, для них не было места, стадион рассчитан только на 3000 человек. И для них нужно будет все-таки создавать места. Вот расскажите, как у вас ведется работа с болельщиками? Вы знаете, работа с болельщиком, мы в тесном контакте. Любой клуб работает со своим фанатом в тесном контакте. Есть связующие звенья. В данном случае то же самое. Мы имеем связь, постоянно держим руку на, как говорится, на пульсе нашего так только зарождающего фанатского движения. Вот. Естественно, только в начале пути нужно очень много работать. Нужно начать как бы вести соответствующую работу, достучаться до каждого, что мы фанаты, мы болельщики, надо вести соответствующие. Ну вот вопрос, некоторые наши фанаты видят в интернете, по телевизору, как ведут себя фанаты других стран, других как бы народов, но у нас все-таки есть свой менталитет, наши
Да. Наши фанаты должны в первую очередь понимать, Конечно. что они ингуши, а потом уже фанаты и третье, Да, четвертое. да. Вот, Это не для нас, то, что вы говорите, да, вот это, такое поведение подобное. Мы, как вы выразились, должны в лучших традициях нашего народа и быть гостеприимным, а мы и есть гостеприимный народ. Так? Вот именно вот от этого отталкиваться. И в конце нашей передачи также хотел бы вас обрадовать. Еще одна приятная новость для всех нас. Фатима Бокова, наш известный кикбоксер, выиграла, точнее стала серебряным призером на чемпионате мира по кикбоксингу в Бразилии. Это очень хорошая новость для всех нас, потому что Фатима защищает честь страны, честь республики. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. А я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дауд Мальсагов, заместитель генерального директора футбольного клуба «Ангушт». Также у нас в гостях был Алихан Нахильгов, один из основателей ингушского футбола, один из основателей профессионального футбольного клуба «Терек». Башир Гудантов, болельщик «Ангушта», ярый фанат. Тимур Гасаев, блогер, известный в сети как Бархано. И я, Амир Кукурхоев. Всего доброго, до свидания.